И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе оползни в Аибге, МЧС о ситуации в горном селе. 3 недели без воды, о проблемах высотки в селе Эшера. Волшебная Абхазия, Патико Алан, презентация книги в Национальной библиотеке. Недавняя ненастья практически полностью разрушила дорогу в Аибгу. Сотрудники МЧС Абхазии побывали в этом высокогорном селе. Смотрите материал, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Мощный грозовой фронт, обрушившийся на днях на Абхазию, прошелся не только по прибрежной ее части. Досталось и высокогорью. В частности, селу Аибга, где обвалы и камнепады полностью разрушили дорогу в село. Огромный проем в грунте начинается в непосредственной близости от пограничного поста СГБ Абхазии. В полукилометре еще один. Если раньше мы могли своими силами что-то сделать, то в данном случае мы совершенно не можем ничего как-то отремонтировать эту дорогу. Мы очень просим, я от себя лично и от граждан нашей деревни очень просим помочь нам в сложившейся ситуации. По словам специалистов, объем восстановительных работ очень большой. В частности, необходимо доставить в село специальную дорожную технику. Здесь понадобится помощь российских коллег, так как доехать до Аибги сейчас можно только со стороны Российской Федерации. Вопрос находится на личном контроле главы правительства. В ближайшее время будут определены первоочередные меры по решению данной проблемы. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия вынесен обвинительный приговор в отношении Адамара Пачали, обвиняемого предварительным следствием в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также Тимура Лакоба, обвиняемого в укрывательстве преступления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики Абхазия. По результатам судебного разбирательства вина Адамара Пачали была переквалифицирована со статьи 319 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» на часть 2 статьи 320 «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья» Уголовного кодекса Республики Абхазия. Пачали признан виновным в том, что он из мести к капитану милиции Бадри Джикерба 11 июня 2015 года в Сухуми на территории автозаправочной станции Амцебес произвел выстрел в Бадри Джикерба. Адамар Пачали осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Тимур Лакоба признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 «Укрывательство преступления» Уголовного кодекса Республики Абхазия, так как он после завершения Адамаром Пачали преступления вывез его вместе с оружием, тем самым помог скрыться от правоохранительных органов, а также укрыть вещественное доказательство. Тимуру Лакоба судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики Абхазия. Несколько дней назад в нашу редакцию обратились жители села Нижняя Шера. Они утверждают, что живут без воды, стабильного электричества, в окружении змей и лягушек. А сама пятиэтажка признана аварийной и почти разваливается. Наша съемочная группа выехала на место. Репортаж Нисфы Аршба. Следы прошедшей войны повсюду, на стенах и вокруг. Эта пятиэтажка здесь среди частных домов и выглядит как-то неестественно. К дому так сразу и не подойдешь. Сначала один барьер, ящерицы, змеи, лягушки, и барьер второй, канализационные стоки. О том, какой здесь стоит запах, и говорить не приходится. Жаль, камера не может передать его в полной мере. Приходит сезон, летний, вот такое время, у нас воды не хватает сюда. У нас не одна семья. Поймите, у нас вот нижняя территория тоже находится отсюда. Питьевой воды, как утверждают жильцы дома, здесь нет уже 3-ю неделю. Спросить, как им удается выживать в 40-градусную жару, не повернулся язык. Выяснили лишь одно – питьевую воду покупают в близлежащих магазинах. Запастись на купание и стирку – дело неподъемное. Проблемных зон у этого дома всегда было предостаточно, а после войны их стало еще больше. Жильцы утверждают, что не раз обращались в администрации села и района.
У нас надо менять все провода, у нас вообще все замыкает, у нас одна линия идет на всех. И перегруз большой, мы горели несколько раз. У нас вообще электропроводку в подъездах надо менять, у нас много чего надо делать из электрики. Вообще все полностью. У нас все замыкает, то есть горим. Мы даже бы подъезд этот сделали бы ремонт. Где-то вы, где-то мы. Мы же ужас, нам до квартиры добраться. Дебри, зайдите в любой подъезд. Это же с ума сойти, у них детки маленькие. Ладно, мы помрем уже так. А у них детвора вот масюсенькие, вот эти вот манюнечки, их же жалко. Помогите хоть им. В администрации Сухумского района с проблемами дома знакомы и постепенно их решают. Только за последние 2 года было проведено несколько ремонтно-восстановительных работ. В ближайших планах привести в соответствующий вид подвальные помещения всех 16 многоэтажных домов района. Лет 6 тому назад Пхазстроем был поставлен там септик. Проблема там в том, что изначально, когда устанавливали этот септик, он не был рассчитан на то количество людей. Те мощности, которые заложены в нем, они не соответствуют тем параметрам, которыми пользуются жильцы. Что касается этого конкретного дома, то там будут заменены колодцы, которые в силу неправильного использования жильцами пришли в негодность, они тоже будут в этом году заменены на новые. Как выяснилось, воды нет не только в пятиэтажке, но и во всех близлежащих частных домах. Виной всему стала недавняя стихия, которая повредила насос. Специалисты разобрали агрегат, и как только он высохнет и будет готов к эксплуатации, в этом районе вновь побежит вода из крана. Низ Фарш, Байлана Ласурия, Саида Гухава, Тимур Гогохи. Абхазское телевидение. Прошло расширенное заседание Совета старейшин Абхазии, сообщает Апснапресс. Участники заседания почтили память Константина Узган, долгие годы возглавлявшего Совет старейшин, минутой молчания. Выступившие на заседании члены Совета старейшин Мушни Ласури, Аруш Бисмар, Заур Чичба, Аслан Ампар, Александр Чамагу и другие отметили необходимость качественного обновления деятельности этой общественной организации, повышения ее престижа, значимости и актуальности мнения и слова мудрецов в урегулировании проблем межнационального согласия. Новым председателем Совета старейшин Абхазии единогласно избран герой Абхазии Аполлон Шинкуба. Как отметил Шинкуба, он намерен усилить контакты с представителями всех районов Абхазии, широкими слоями общественности предпринять шаги по возрождению этого важного института народовластия. В библиотеке прошла презентация книги известного абхазского ученого Патико Алана «Волшебная Абхазия». Это путеводитель, и адресован он в первую очередь гостям нашей страны. Автор книги «Волшебная Абхазия» Патико Алан. Это путеводитель по Абхазии. Книга адресована в первую очередь гостям республики. Патико Алан – известный абхазский ученый, педагог и общественный деятель. С увлечением рассказывает об истории, культуре, достопримечательностях и неповторимой природе Абхазии, об укладе жизни и обычаях абхазского народа. Это была моя идея. И моя идея в этом заключалась не просто написать абхазскую действительность и абхазские там сказки, рассказы. Нет. Я решил, значит, все-таки написать, если это мне удалось, написать, как об Абхазии отзывались большие писатели, большие люди, которые приезжали со всего мира, и в том числе России. Патико Алан хорошо знает каждый уголок Абхазии и всю жизнь собирает материалы о родном крае. На протяжении многих лет его не покидало желание рассказать о своей родине во всем ее многообразии, показать людям самые потаенные ее уголки. Замысел автора удался. Редактировалась и издавалась книга в Воронежской областной типографии. В этом деле большую помощь абхазскому ученому оказал его близкий друг, писатель Михаил Федоров. Само содержание, выстраданное им, для меня оно было ценно. И я вроде бы совсем не последний писатель России, много знающий про Абхазию. Я даже мы когда делали эту книгу, редактировали, многое очень открывали. И не скрою вам секрет, многое профессура Воронежского университета, которые тоже привязаны, сдавали смотреть, они открывали глаза и сказали: да, Михаил, Патико сделал хорошее дело. Книга красочно иллюстрирована множеством цветных фотографий. Часть из них принадлежит Патико Алан, остальные – писателю Михаилу Федорову. Пока издано всего 250 экземпляров книги. Алан Патико Багратович – человек, всего себя отдавший сельскому хозяйству, как ученый, как практик.
и 80-летие его справляли 2 года тому назад. Человек, вы видите, неугомонный, он хочет еще много успеть. Его энергия, пласт сегодня быть полезным, мне кажется, должно быть примером для молодежи. Книга написана простым языком, и в этом ее особенность. По словам автора, он не собирается на этом останавливаться. В планах Патико Алан написать небольшую книгу об агрономии. Сария Смыр, Тимур Галглохия, Абхазское телевидение. Первый мобильный оператор в Абхазии «Аквафон» 15 июля празднует свой 13-й день рождения. В марте 2003 года компания «Аквафон» GSM была зарегистрирована в качестве первого национального сотового оператора на территории Республики Абхазия. Спустя 3 месяца, 15 июля 2003 года, был совершен первый коммерческий звонок абонента «Аквафон». За этот период компания значительно расширила и преобразовала спектр тарифных услуг и сервисов. «Аквафон» является одним из крупнейших налогоплательщиков Абхазии, инициирует и участвует во многих благотворительных акциях. Помогает образовательным учреждениям, поддерживает талантливую молодежь, оказывает помощь социально незащищенным гражданам. В свой день рождения компания «Аквафон» устроила долгожданный летний праздник для всех желающих на Мока-пляже в Синопе. А сейчас о погоде. В выходные дни в Абхазии будет жарко. Температура воздуха ночью плюс 24-26, днем 31-35 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.